Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». В студии Полина Вивденко. 12 декабря в России отметили День Конституции. Главный документ страны был принят на всенародном голосовании и вступил в силу в 1993 году. Конституция обладает высшей юридической силой и закрепляет основы конституционного строя России, государственное устройство, права и свободы человека и гражданина, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления. В образовательных и культурных учреждениях Сосногорского района прошли мероприятия, приуроченные к государственному празднику. ГИБДД Сосногорска на этой неделе проводит оперативно-профилактическое мероприятие, цель которого – выявление тех, кто совершил административное правонарушение и не торопится оплатить штраф. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, штраф должен быть уплачен не позднее 2 месяцев со дня вступления постановления в законную силу. Узнать о наличии неоплаченных штрафов за нарушение требований законодательства в области безопасности дорожного движения можно 3 способами. Первое – это зарегистрироваться на портале государственных услуг. Информация о штрафах будет в личном кабинете. Второе – это лично прийти в отделение госавтоинспекции по месту жительства и обратиться к инспекторам по исполнению административного законодательства. Также можно пройти на официальный сайт, интернет-сайт госавтоинспекции МВД России. Любой желающий может узнать о наличии административных правонарушений. Необходимо знать номер транспортного средства, а также номер свидетельства о его регистрации. Сотрудники отделения также напоминают, что в первые 20 дней сумма штрафа ниже в 2 раза. К слову, согласно статистике, за первую декаду декабря произошло 1 ДТП с материальным ущербом. Также выявлено более 220 нарушений правил дорожного движения. 6 нарушений правил дорожного движения допущено пешеходами. 2 водителя привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу движения. 34 нарушения связаны с управлением транспортным средством, на которых установлены стекла, светопропускание которых не соответствуют требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Также выявлено 4 водителя, находящихся в состоянии опьянения. Порядка 20 забыли пристегнуться. У одного водителя не было прав на управление транспортным средством. Еще один находился за рулем, будучи лишенным такого права. Ведомство призывает участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и имеют признаки опьянения. Сообщить о нетрезвом водителе можно ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ОМВД России по городу Сосногорску по телефонам 5 40 55 или 02. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске начался прием предложений о включении общественных территорий в заявку на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, категория «Малые города». Под общественными территориями понимаются места, где горожане массово проводят свободное время, такие как площади, скверы, парки и так далее. Также участок должен подходить для проведения культурно-массовых мероприятий и нуждаться в благоустройстве. По результатам рассмотрения поступивших предложений будет определена общественная территория, которую включат в заявку на участие в конкурсе в наступающем году. Голосовать можно в соцсетях, в группах ВКонтакте администрации и управления ЖКХ под постом в комментариях. Также можно написать на электронную почту управления ЖКХ или же прийти лично к нам в управление ЖКХ. Также у нас по городу размещены ящики, в которых жители могут на бумаге написать свои предложения и положить. Они у нас расположены в горизонте, в Сосновке, в микрорайоне это плавательный бассейн Аюва, в Ледовом дворце Звездный, также в обществе инвалидов и в Доме детского творчества. Прием предложений продлится до 20 декабря. Также в Сосногорском районе объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление. Принять в нем участие могут жители муниципалитета, управляющие компании, товарищества собственников жилья, организации и индивидуальные предприниматели. Им предлагается украсить фасады, витрины, прилегающие территории жилых домов, общественные здания, организации и учреждения. Подробности в положении о конкурсе его можно найти в группе администрации в соцсети ВКонтакте. Подать заявку можно в конкурсную комиссию по адресу улица Зои Космодемьянской, дом 72, кабинет номер 17 или на электронную почту до 22 декабря.
В Сосногорске стартовал прием заявок на получение муниципальной целевой стипендии «Успех» для спортсменов и тренерского состава. Премия вручается в конце каждого года за особые спортивные достижения. «Успех» – это стипендия у нас является как стимулирующим моментом и спортсменов, и тренерского состава. «Успех» у нас вручается спортсменам, командам и тренерскому составу, и в том числе спортсменам, которые участвуют в официальных спортивных соревнованиях, достигают определенных результатов, у которых имеется инвалидность. Критерии оценки спортсменов – результативность выступлений на соревнованиях, учитывается ранг соревнований и занятое место. Также шагом к победе будет выполненный спортивный разряд и приглашение в сборные региона и страны. У тренеров награждение почетными грамотами, присвоение званий. Победители определяются комиссией по сумме набранных баллов. Отметили, и есть желание дальше работать. Не просто так, что как бы отработали, и никто не видит, никто не знает, никто ничего не... А так вот уже получается, что и ребенку интерес какой-то есть, ну и тренеру стимул. Я радуюсь не столько за себя, сколько за своих пацанов, когда они получают, это мне приятно. Я как бы горжусь этим, и мальчишек начинаю подстегивать других, потому что, вот видите, они получили, вы нет, значит, у вас есть, как говорится, вперед все идти. Традиционно стипендия вручается 3 командам, 5 тренерам, 6 спортсменам, а также 1 спортсмену по адаптивной физкультуре и спорту. Претендентам необходимо предоставить документы, подтверждающие спортивные достижения в этом году, в отдел физкультуры и спорта районной администрации. Подразделение располагается в спорткомплексе «Метеор» по адресу улица Гоголя, дом 10. Заявки принимаются до 20 декабря. Торжественное вручение премии состоится 27 декабря. Правительство Республики Коми постоянно внедряет и совершенствует различные меры социальной поддержки для жителей. Касается это и вопросов здоровья. Так, отдельные категории граждан могут возместить часть расходов на зубопротезирование и самостоятельно приобретенные средства реабилитации. Возместить расходы по зубопротезированию могут получатели республиканской ежемесячной денежной выплаты, относящиеся к одной из следующих категорий. Это лица, проработавшие в тылу в годы Великой Отечественной войны, ветераны труда Республики Коми, одиноко проживающие граждане, достигшие 80-летнего возраста и старше, реабилитированные лица, пострадавшие от политических репрессий, и которые не отказались от этой услуги и не получают ее денежный эквивалент. А возмещаются расходы фактические, но не более 6 тысяч рублей. Услугой можно воспользоваться 1 раз в 2 года. То есть отсчет в этом случае идет от месяца последнего возмещения. Данную услугу теперь возможно получить и на портале госуслуг, выбрав услугу в поисковике «Возмещение расходов за зубопротезирование». Каковы условия для получения данной компенсации? То есть проживать в Республике Коми, не иметь группу инвалидности, получить выписку из протокола врачебной комиссии медицинской организации Республики Коми и самостоятельно приобрести средства реабилитации именно отечественного производства. Предельный размер компенсации, перечень средств реабилитации, но нормативы использования их утверждаются правительством Республики Коми. Это такие могут быть протезно-ортопедические изделия, как корсеты, аппараты верхних и нижних конечностей, то есть ортезы, ортопедическая обувь, экзопротезы молочной железы, бюстгальтеры к экзопротезу, средства передвижения, ходунки, трости, костыли, протезы глазного яблока и слуховые аппараты. Данные меры поддержки теперь доступны на портале госуслуг. Также получить их можно, обратившись в МФЦ или отдел соцзащиты. Жители поселков Войвож и Нижний Одес могут обратиться к специалистам Центра социальной защиты населения по месту жительства. В завершении выпуска коротко о погоде. В ближайшие дни сосногорцев ждет потепление. Температура поднимется до -8 градусов днем. Утром и вечером ожидается от -9 до -16. Погода будет пасмурной и снежной, ветер усилится. На этом пока все. Новая информация в ближайших выпусках нашей программы. Всего доброго и до свидания. Военная служба по контракту.
Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.